Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлун Дунайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу вам в своем видеосообщении о выполнении наказов, которые мне дали жители Удорского района осенью прошлого года, когда я проводил там встречи. Наказ был по ремонту системы учреждений здравоохранения в Удорском районе, и мы заложили средства для того, чтобы в этом году действительно такой комплексной работы по медицинским учреждениям Удорского района провести. На обновление 3 больниц Удорского района выделили 47 миллионов рублей. Капитально отремонтируем Косланскую врачебную амбулаторию. Здание уже давно нуждается в ремонте. Здесь будет обновлен фасад, входная группа, но самое главное – это коммуникации, система водоснабжения и канализации. Также проведут ремонт в кабинетах. Надо сказать, что амбулатория в Кослане обслуживает большой куст, это 2300 человек, жителей райцентра и сел Чернутьево, Глотово, поселка Ыджитьяк. В центральной районной больнице в Усогорске планируем отремонтировать хирургическое, реанимационное отделение, лабораторию, стоматологию и кабинет фиброгастроскопии. Помимо этого, по всей больнице проведем разводку кислорода, потому что, показала пандемия, кислород, конечно, очень нужен, поэтому как раз под этот ремонт эту работу тоже сделаем. И ремонт будет проведен в Благоевской больнице для повышения доступности. В прошлом году Удорской ЦРБ были переданы, кроме ремонта, были переданы и оснащен парк санитарных автомобилей и 2 автомобиля скорой медицинской помощи, причем это автомобили современные, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и выполнены в северном варианте. И дополнительно еще в рамках обеспечения амбулаторной помощи Удорской больнице передали 2 автомобиля УАЗ-Патриот. Вот такую комплексную работу, начиная с этого года и вот с 2021 года и заканчивая в этом году, в 2022, мы проведем по Удорской больнице. Повторяю, это были просьбы и наказы жителей Удорского района. По эпидобстановке. Мы начали расти, как, в общем, мы и предполагали. За сутки мы выросли на 30 случаев, сегодня 231 случай заболевания ковидом. Также прирастают наши основные города, Сыктывкар, Ухта. И по коечному фонду тоже начался небольшой рост, правда совсем минимальный, 710 коек занятых, вчера было 705. Но тем не менее, к сожалению, видимо, тенденция и заполнение стационара тоже началась. По структуре, 231 человек, которые сегодня у нас вновь заболели, в 231 человеке 31 человек – это люди ранее привитые, то есть, но у всех у них практически 28 человек, то есть практически 100% переносят амбулаторно легко на дому. Только 3 человека госпитализированы из заболевших, кто был привитой. И по умершим сегодня, к сожалению, 7 человек умерших, но среди умерших нет ни одного вакцинированного. Снова и снова я говорю о том, что если даже и заболели люди, то переносят легко, а, к сожалению, умирают непривитые. Поэтому надо задуматься, тот, кто еще сомневается, конечно, надо принимать решение и прививаться. По привитым у нас полностью завершили вакцинацию 394 902 человека. И уже ревакцинировались 65 991 человек. Остаток вакцины у нас достаточный, более 148 тысяч доз. Поэтому, уважаемые жители республики, принимайте решения, вакцинируйтесь и чувствуйте себя защищенными. Всего вам самого доброго. На сегодня это вся информация. До следующей встречи.